Салам алейкум. Я посмотрел одно видео в ютубе, рассказ одного бизнесмена из Туркменистана. Я с ним не знаком, я его не знаю. И это не важно. Важно, что он говорит в этом рассказе. И я хотел бы, чтобы эта диктатура, вот эта власть Бердымухамедовых услышала этот рассказ. Как туркменская диктатура жестко расправляется с интеллигенцией и бизнесменами Туркменистана. И этот рассказ этого человека – реальность. Как жестко расправляется с бизнесменами внутри Туркменистана. Неделю назад я отправил письмо на имя президента Туркменистана. Но никаких действий не было со стороны власти. Что сказать? Я не удивлен. Власть народ не слышит. А почему? Потому что все чиновники завязаны в одной связке. Сколько я писал об их беспределе, власть не реагировала. Но для меня самое главное, что меня слышите вы, граждане Туркменистана. И я продолжу свой рассказ о бесчинствах туркменских чиновников. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что в свое время придумал Давлет Бабаев, заведующий отделом кабинета министров. Как он разворовывал государственные деньги, я уже вам рассказывал в прошлом ролике. А сейчас покажу, какую схему он придумал для этого. Наши с вами государственные деньги он выводил из страны и складывал их на счетах в других странах через московскую компанию. Вот одна из его компаний, которую Бабаев для этого открыл в 1994 году в Москве. ЗАО «Ахалский фонд поддержки президентских программ Галкыныш». Я в то время неоднократно рассказывал про нее в прессе и про то, как Бабаев отмывал себе деньги, в то время как наш народ голодовал. Но власти это не заинтересовало. Компания просуществовала до 2018 года. Сколько государственных денег он через нее вывел, остается только догадываться. Если только за 4 месяца в 1994 году он смог вывести 17 миллионов долларов. Все туркменские чиновники имеют за границей свои счета. Они переводят ворованные деньги в другие страны, потому что честно работать они не могут. Это только вступление. Дальше все хуже и кошмарнее. И, кстати, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. И внимательно слушаем дальше. Они могут только отжимать и воровать у народа. Я же, наоборот, инвестировал свои кровно заработанные деньги в Туркменистан. Но эти подонки сначала меня грабили, а потом посадили в тюрьму, чтобы закрыть мне рот. И я такой не один среди туркмен. Посмотрите, население в стране уменьшается, а тюрьмы разрастаются. Почему так происходит? А знаете, что в этих тюрьмах делают с людьми? А я вам сейчас могу рассказать. Так как сам был жертвой в заключении, что мне пришлось пережить за время моего ареста, в Туркмении врагу не пожелаешь. Я даже представить себе не мог, что такое бывает в современном мире. Итак, когда меня привезли в тюрьму, а это уже был май месяц, жара стояла невыносимая, нас построили и стали избивать контролеры. Нас били с таким зверством, что я даже не понял, где нахожусь. После нас затолкали в камеру карантина, где света и места попросту не было. Мы находились как кильки в консервной банке. Камера была рассчитана на 10 человек, а нас было в ней человек 40-50. Не было места даже стоять. Все тело сразу же стало мокрым. Я ощутил какой-то ужас. Воздуха категорически не хватало. Стояла вонь пота и дерьма. Кого-то рвало, кто-то обделался, кто-то кричал, а кто-то умер от духоты. Все стали кричать, чтобы открыли дверь. Когда дверь открыли, люди просто посыпались на пол в коридор. Все мокрые от пота, в глазах ужас. Контролеры не то жалились над нами, не то так было задумано. Половину арестованных перевели в соседнюю камеру, номер 00. Я же от пережитого шока и ужаса упал и сразу же отключился. Утром пришли контролеры, всех посчитали, кого-то стали бить, а кого-то увели куда-то. Дня через 3 меня повели в камеру на 2-м этаже. Там сидели афганцы, нарушившие нашу границу. Человек 30.
Камера была в ужасном состоянии. Столько тараканов, как в ней, я в жизни не видел. Были и маленькие, и просто огромные, цветные и альбиносы. Они просто жужжали, а ночью нападали и кусали. Я сказал ребятам, что нужно прибраться в камере, и мы стали их обливать кипятком. Их было так много, что они поместились все на одно одеяло 2 раза. Потом меня перевели в камеру 44. Там сидел сын бывшего председателя правительства Туркменистана Чары, обвиненный за убийство. Он был совсем молодой парень. Его признали невменяемым, но потом комиссию заменили, признали вменяемым и расстреляли. Потом меня перевели в камеру номер 29. Ночью 15 июня мы услышали крики «Свобода!». Люди стали выходить с камер. Нашу камеру тоже открыли зэки. Мы спросили, кто нас освободил. Они ответили, что люди с 22-й камеры. Что это они захватили контролера и отобрали у него ключи. Я понял, что это какая-то провокация, и мы зашли в свою камеру. Потом послышались крики и выстрелы. Задержанные стали забегать в камере, и многие от испуга перепутали свои с чужими камерами. Тогда дежурные по тюрьме и сотрудники ОМОНа стали открывать камеры и считать по списку арестованных. Кто был лишний в камере, того там же и убивали, зверски забивали насмерть. Такой крик стоял в тюрьме и хруст костей, что было настолько ужасно, что даже сейчас, спустя много лет, я с ужасом вспоминаю это. Через некоторое время нашу камеру открыли и вызвали меня. Я был в ужасе, не понимая, кто меня зовет и зачем. Сокамерники так посмотрели на меня, будто прощались со мной. Меня повели в сторону медпункта, там сразу же в глаза бросилась целая гора трупов, забитых насмерть арестованных, сложенных друг на друга, и рядом уставших убийц ОМОНовцев, которые спорили, кто больше и как убил заключенных. Меня поставили возле трупов и сказали «жди». Я не знал, кого и чего ждать, мысленно прощаясь с жизнью. Потом дверь санчасти открылась, и я увидел своего следователя с Генеральной прокуратуры, Чары Егембердиева. Он что-то писал в тетрадь. Потом он подозвал меня и спросил, буду ли я сознаваться или нет. Если нет, то пригрозил, что я лягу рядом с трупами. Я ответил ему, что мне не в чем сознаваться, что я ни в чем не виноват и что меня подставили. Тогда он усмехнулся и сказал, чтобы меня отвели обратно. Никогда в жизни я не был так рад очутиться заново в своей камере, уйти подальше от этих трупов и убийц. Дня через 3 карантин сняли с тюрьмы. Нашу камеру перевели на 2-й этаж, потому что 1-й этаж почти весь был забит смертниками, которых приговорили к расстрелу. Также в одной камере сидела женщина, приговоренная к расстрелу. Она все время кричала и умоляла контролеров, чтобы кто-нибудь с ней переспал. Она хотела забеременеть, чтобы ей заменили приговор. Эти мольбы с криками было невыносимо слышать. Дня через 3 все стихло. Что стало с ней дальше, я не знаю. Когда меня посадили, было всего 5 камер. 3 рядом со мной, это 31, 33 и 35, это смертные камеры. И 2 в конце коридора. Это место называлось Багдад. Оттуда уже выводили только на казнь. Первые 3 камеры были рассчитаны на то, что заключенные могли писать ходатайство на помилование, а с Багдада вели уже на расстрел. Одна женщина родила в тюрьме. Ее по ночам выпускали с камеры с ребенком, чтобы она могла подышать воздухом. Она подходила к мужским камерам и показывала ребенка через кормушку. Мы давали ей кто что мог из продуктов, и она уходила. Ее посадили вместе с матерью. Они продавали семечки в неположенном месте. Милиционер к ним подошел и ногой пнул мешок с семечками. Сказал, чтобы они убирались. Девушка в ответ сорвала погон с милиционера, и за это их с матерью посадили. Это только малая часть того, что я там видел. Но знаю твердо одно – так не должно быть. Я специально как пример опубликовал в своем блоге историю про Туркменистан. Какое зверство творит там эта власть со своим народом.
Я обращаюсь к вам, граждане-силовики, что слушают сейчас мой рассказ из Туркменистана. Многие из вас рано или поздно сядут в эту же тюрьму по решению вашей же власти. И не потому, что я этого хочу, а потому, что власть по-другому не может. Все мы хотим жить. Нам Всевышний дал отрезок жизни не для того, чтобы ею кто-то распоряжался. Я обращаюсь ко всем гражданам Туркменистана. Задайте себе вопрос, в какой стране вы живете, в правовом государстве или уголовном? Почему такое происходит в нынешнее время? Почему ничего не поменялось за 30 лет, а стало только хуже? Вот это реалии современного Туркменистана. Почему тюрьмы разрастаются? Да потому что держать свой народ в страхе. И против инакомыслящих это война против своего народа. И против нас с вами. Тюрьмы, они у нас переполнены. Они как делают? Тюрьма рассчитана на 6 тысяч человек. Правительство что делает? Оно втискивает, убийственно усугубляя проживание заключенных до 60 тысяч человек. Почему туркменская власть не пускает международных наблюдателей? Да потому что все раскроется. И весь мир увидит этот геноцид. Зверское забивание людей в тюрьмах – это обыденное дело в Туркменистане. Почему? Да потому что людей за людей не держат. В тюрьме ты бесправное существо, над которым бердымухамедовская власть дает право начальникам тюрем, ОМОНу, надзирателям, вообще поганоносцам просто издеваться и убивать осужденных без суда и следствия. И самое печальное, что никто из этих убийц не несет ответственности по закону, потому что нет закона. И только так эта диктатура может удержать свою власть, идти по головам своего народа. Он рассказал о женщине, которая продавала семечки в неположенном месте. В Туркменистане, чтобы получить положенное место, надо дать взятку. И это место будет положенным местом. А если ты не дашь взятку, то он будет пинать, что ты продаешь. Будь то хлеб, несмотря на то, что это грех по нашим традициям и обычаям. Если ты будешь ссылаться на закон или объяснять, что у тебя безвыходное положение и ты нищенствуешь, то эти полицейские сами сорвут с себя эти погоны и все равно посадят. Потому что они знают, что закона нет. До каких поров это будет продолжаться? Это может случиться и с вами. Не желаю, конечно, но если вы гражданин Туркменистана, то вы не застрахованы от этого. Просто не застрахованы. Да, согласен. Вы просто спросите себя, в каком государстве живете. В правовом или в уголовном. Выход есть всегда. Первое – солидарность. Второе – поддерживание друг друга. Ненормально, еще раз повторю, ненормально, когда у тебя в стране, в тюрьмах погибают под пытками люди. Это ненормально. Когда волшебным образом предприниматели, бизнесмены превращаются в преступников. Наши активисты в Польше сделали митинг. И акция называлась «Права человека для всех». И есть петиция от этого митинга. И я оставлю ссылку на эту петицию под этим видео. Убедительно прошу вас ознакомиться с этой петицией и поддержать, подписав эту петицию. И кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Кому зашел этот контент, ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях. И до новых встреч в следующем видео. Пока-пока.